Привет, друзья! Поговорим сегодня об очередной стране бывшего СССР, сделать видео, о которой наши подписчики просили нас чаще всего. Мы просто не могли проигнорить ваши пожелания, и перед вами ролик о среднеазиатской Швейцарии, как часто называют Киргизию из-за необычайно красивого гористого пейзажа. Киргизия очень красивая, преимущественно горная страна Средней Азии. Она имеет обширные территории с необыкновенно притягательной, почти нетронутой природой. Туристы охотно едут сюда посмотреть на богатый растительный и животный мир. Республика Кыргызстан многонациональна. Кроме киргизов, эти земли приютили узбеков, русских, украинцев, казахов, таджиков, татар, немцев, евреев и людей других народностей. Кыргызстан – светское государство, большая часть населения исповедует ислам, но есть в стране также христиане и последователи других религий. Площадь Киргизии 199 951 квадратный километр, население чуть больше 6 миллионов человек. Граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. Выхода к морю страна не имеет. Киргизия – парламентско-президентская республика, президент Алмазбек Атамбаев. Кстати, в этом году в Киргизии как раз пройдут очередные выборы президента. На фоне многих бывших стран СССР выборы в Киргизии можно назвать достаточно честными и прозрачными. Президенты здесь не засиживаются и меняются довольно часто, что говорит о Киргизии как о вполне себе демократической стране. А в среднеазиатских странах это встречается достаточно редко. Киргизия – великолепное место для отдыха. Немногие страны могут похвастаться такими природными и культурно-историческими достопримечательностями. Здесь есть уникальные горы и озера, музеи и театры, памятники и архитектурные сооружения. В 25 километрах от города Каракала находится очень красочная долина с красными горами. Именуется она Джыты-Агус, что в переводе означает «семь быков». Если приедете в Киргизию в мае, обязательно посетите долину цветов. Именно в это время можно увидеть невероятное количество цветущих красных маков. Также отметим такие достопримечательности Киргизии, как Барсконский водопад, ущелье Алтын-Арашан, башня Бурана, озеро Санкёль, ущелье Ала-Арча, озеро Сары-Челек. И это далеко не полный список красот Киргизии. Ну и конечно же мы не забыли про главную жемчужину Киргизии, невероятной красоты озера Иссык-Куль, находящееся на высоте 1600 метров над уровнем моря между двух горных хребтов. Оно привлекает туристов не только тем, что находится в горной местности, но и своими огромными размерами, а также чистейшей прозрачной водой. На побережье озера построено большое количество курортов, где можно не только хорошо провести время и отдохнуть, но и существенно поправить свое здоровье. Не менее красивое и очень популярное у туристов место – озеро Санкёль, находится на высоте более 3000 метров над уровнем моря, в котловине между отрогами горной системы Тяньшань. На его побережье находится заповедная зона и чистейшие пастбища. Более 200 дней в году Санкёль укрывают снега. Летом температура воды не превышает плюс 11 градусов. Более 3/4 территории государства занимают горы. Государственные границы проходят как раз по горным хребтам. Киргизия находится среди двух крупных горных систем – Тяньшань и Памир-Алай. Поэтому альпинистам в Киргизии тоже не будет скучно. На территории страны находится высшая точка Тяньшаня, которая называется Пик Победы. Высота ее очень даже впечатляет – 7439 метров. На территории Киргизии в долине реки Арслан-Боб находятся самые большие фруктовые и ореховые леса в мире. Они покрывают более 600 тысяч гектар. Это настоящий дар природы, и каждый год в этих лесах население собирает просто огромный урожай орехов и фруктов. Один из самых известных киргизов, Чингис Айтматов, знаменит своими произведениями, на основе которых были сняты десятки художественных фильмов. Чингис был великим писателем, и многие его произведения стали классикой. Местные жители очень любят и уважают эту персону. Он был удостоен множества наград, а памятники Чингизу Айтматову есть в разных уголках страны. Один из них был установлен в 2011 году на площади Алатоо в Бишкеке. Столица Киргизии, город Бишкек, расположился в центре Чуйской долины, на севере страны. Бишкек богат зелеными зонами, в черте города располагается множество парков. Климат столицы весьма приятный, не сильно холодно и не слишком жарко. Зимой средняя температура минус 3 градуса, а летом плюс 26. Ботанический сад – самое популярное и красивое место в Бишкеке. Местные жители называют его райским садом. В столице Киргизии находятся религиозные достопримечательности, такие как Воскресенский православный собор и недавно открытая красивейшая мечеть Киргизии Махмуд Ал-Кашгари. Главное место в столице – это огромная площадь Алатоо. В переводе с киргизского значит «снежные горы». На площади проходят различные мероприятия, праздники и народные гуляния. По периметру площади находятся популярные туристические места: Государственный исторический музей, музей под открытым небом, Дубовый парк и памятник дружбы народов. Бишкек – город практически с миллионным населением. В нем проживают представители многих национальностей. По процентному соотношению они расположились так: около 66% киргизы, 23% населения русские.
Остальные приходятся на такие национальности, как казахи, татары, узбеки, корейцы, уйгуры, украинцы и другие. Основной язык общения в городе русский. Столица Кыргызстана считается промышленным центром страны. В Бишкеке функционируют предприятия многих отраслей. Самые крупные из них специализируются на металлообработке и машиностроении, энергетике, легкой и пищевой промышленности. Из-за своего близкого местоположения к Казахстану и Китаю Бишкек также считается и торговым центром. Одним из самых древних городов государства является Ош. Он считается вторым по важности городом страны. Население около 250 000 человек. Ош называют еще южной столицей Кыргызстана. Его возраст насчитывает более 3000 лет. На территории, прилегающей к городу, археологи нашли многочисленные памятники культуры эпохи Бронзового века и развалины религиозных сооружений. В Киргизии развита пищевая промышленность, станкостроение, энергетика, сельское хозяйство и животноводство. Все это киты, на которых базируется современная экономика страны. Также Киргизия получает неплохие деньги от США за аренду площадки под американскую военную базу Манас. Неплохой доход казне приносит туризм, который в Кыргызстане достаточно хорошо развит. Уровень жизни в стране низкий. В этом списке Киргизия занимает 66 место и находится рядом с такими странами, как Македония, Белоруссия и Мексика. Средняя зарплата в Киргизии около 15 000 сом. Это чуть больше $200. Если говорить об образовании, то специалисты отмечают, что с годами его качество ухудшается, а вместе с этим процветает коррупция в высших учебных заведениях. На сегодняшний день в стране часто встречается неважное качество преподавания в школах и некомпетентность большинства учителей. Однако Киргизия – страна, которая в настоящее время поддерживает тесные связи со многими государствами. Именно это может поспособствовать изменению ситуации в целом. На сегодняшний день на территории страны функционирует соглашение, благодаря которому совместно созданы российские, турецкие и даже американские вузы. Такие мероприятия открывают все больше мест и возможностей для молодых людей. Киргизия – страна с интереснейшей культурой, невероятно красивой девственной природой и дружественной обстановкой внутри страны, приютившей у себя около 80 народностей. Здесь можно увидеть уникальные места, прозрачные горные озера, экологически чистые пастбища, величественные горы, музеи, церкви и мечети. Особенно красив Кыргызстан в весенне-летний период. Все, кто любит горы, дикую природу или путешествия всей семьей, обязательно должны посетить эту невероятную страну. К тому же на фоне популярных и дорогих туристических направлений отдых в Киргизии будет не только качественным, но и достаточно бюджетным. Спасибо, что были с нами, ну и по традиции напишите в комментариях, о чем мы забыли упомянуть, говоря об этой прекрасной стране. Жители Киргизии, проявляйте активность, поправляйте нас, делайте замечания или просто хвалите. С каждым лайком цветов и фруктов в Киргизии становится больше. А у нас на сегодня все, друзья, до скорой встречи!